Молодым везде дорога, гласит русская поговорка, но на деле ни дорог, ни связи, ни благоустройства нет там, где особенно не хватает кадров в сельской местности. В Ленском районе работает несколько программ для привлечения специалистов. Анна Кожевникова узнавала, как реализуется одна из них – строительство жилья в рамках республиканской программы «Моя Якутия в 21 веке». Андрей Михайлов заканчивает 11 класс в Артанахаринской школе. Он уже определился с будущей профессией, а вот с местом жительства пока нет. Но приезжает на каникулы обещает. Вот чего, по его мнению, не хватает для того, чтобы завлечь в село молодежь. Работы и интернета, связи и практически все. Если сами артанахаринцы не спешат вернуться домой после окончания вузов и СУЗов, то завлечь специалистов из других регионов в условиях сельской местности еще более сложно. 2 года назад у нас приезжала, например, учительница английского языка. Но ей неудобно было, как бы она городская же, не может вот в сельских условиях топить печку. Потом приехала наша местная, вот слава богу. А так нужно очень. Жизнь в селе – это прежде всего отсутствие благоустройства и печное отопление. А колоть дрова ежедневно не каждый молодой специалист захочет. Хотя в Ленском районе действует несколько программ по поддержке вновь прибывших специалистов и подъемные, и обеспечение жильем, и установка электроотопления в сельской местности. И в Артанахаринском наследии уже в этом году появятся 2 дома для молодых специалистов. Их строительство запланировано в рамках республиканской программы «Моя Якутия в 21 веке». Для Артанахаринского наследия это не только перспективы привлечь кадры. Временные рабочие места у нас, и качество у нас, мы надеемся, что будет очень хорошее, потому что строим для себя, для своего поселка. Правда, подрядчик отмечает, что можно было бы и большие площади предусмотреть для молодых специалистов, чтобы они могли жить, думать о создании семьи и не беспокоиться о расширении жилплощади. Но все же эти дома обеспечены канализацией и отоплением. Это электрические котлы. Электричество поставляется туда сейчас в централизованном порядке от Вилюйской ГЭС. Туалеты, ванны, все это внутри помещений. И септик выводится на окраину участка, там откачка и так далее. Снег еще не сошел, а подрядчики уже расчищают территорию для строительства 4-квартирного общежития. А это первые бревна для будущего дома молодых специалистов. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск.